Оформи подписку на электронную квитанцию, получи шанс выиграть приз. Энергосбыт Якутская энерго приглашает потребителей принять участие в новой акции «Включайся». Все, что нужно сделать, зарегистрироваться в личном кабинете и оформить согласие на получение квитков на электронную почту. Анна Лебединская продолжит. В современном ритме жизни всегда важно быть в курсе событий, уметь экономить время и не накапливать долги. Энергосбыт ценит своих потребителей и приглашает принять участие в новой акции «Включайся». Все, что нужно сделать – оформить в личном кабинете на сайте Якутской энерго подписку на рассылку электронных квитанций. В принципе, очень мало требований. Во-первых, не должно быть задолженности за потребленные энергоресурсы. И во-вторых, нужно зарегистрироваться в личном кабинете и оформить подписку. Стать участниками акции могут как новые, так и уже зарегистрированные пользователи. Те, кто ранее оформил подписку на электронные квитанции, включаются в список автоматически. Преимущества личного кабинета уже успели оценить многие потребители. Только в Якутске количество пользователей составляет 30% от общего числа клиентов. Электронная подписка – это на самом деле очень удобно, потому что все квитанции у тебя всегда под рукой. Ты не становишься заложником вот этой бумажки, которую то ли донесут, то ли не донесут до твоего почтового ящика. В данном случае ты сможешь вот эти электронные квитанции всегда иметь на своей электронной почте и в любой момент их посмотреть. На один электронный адрес можно оформить рассылку квитанций сразу для нескольких адресов. Акция «Включайся» проходит на всей территории республики в зоне обслуживания Якутской энерго и продлится до 10 июня. Итоги подведут 15 числа, а победитель получит ценный подарок. Вместе с акцией «Включайся» Энергосбыт приглашает потребителей оплатить задолженность за энергоресурсы без пени. Ставшая уже традиционной, акция в этом году проводится впервые. Оплатить задолженность без штрафных санкций можно до 31 марта включительно. Анна Лебединская, Максим Бурцев, Вести, Якутск.